Более 80 тысяч якутян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». По промежуточным данным, в республике проголосовало 13,2% избирателей. В некоторых районах Якутии уже к 5 часам вечера было использовано 100% бюллетеней. В целом, по количеству избирателей, принявших участие в голосовании, Якутия стала лидером по Дальневосточному федеральному округу. За ней следуют Чукотский автономный округ и Амурская область. Я думаю, что граждане республики проявят свою активность и подскажут нашей партии, кого же в качестве своего кандидата выдвинуть на предстоящих выборах в Государственную Думу, чтобы партия все-таки при принятии политического решения опиралась в большей степени на решение своего народа, на решение граждан Республики Саха-Якутия. Мы как регион можем усилить свои позиции, потому что в этом году объявлена немного другая избирательная кампания. Мы должны голосовать и по одномандатному округу, и по федеральному округу. Да? И вот одномандатная — это вся республика, вторая половина, значит, депутатов, они будут избраны по федеральному списку. Я бы, наверное, сравнила сегодня всех, кто придет на предварительное голосование, с тем строгим коллективным учителем, который поставит оценку той группе 15 профессионалов, молодых, амбициозных людей, которые пришли для того, чтобы мы дали им возможность претендовать, быть кандидатом в Государственную Думу Российской Федерации. Единая Россия, единственная у нас в стране, сегодня здесь в республике, если мы голосуем, Якутия взяла на себя ответственность на открытый разговор с населением. Взяла на себя ответственность для того, чтобы будущие кандидаты, которые пойдут на выборы от партии «Единая Россия», были наделены народным доверием. Это большая ответственность. Любая партия определяет только своих участников, тех, которые члены партии, тех, которые много лет работают ради партии, тем, которым партия считает, что должна быть. А сегодня «Единая Россия» берет народное доверие.